Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые приглашенные журналисты. Мы рады приветствовать вас на торжественном мероприятии, посвященном чествованию наших коллег-журналистов в нашем актовом зале прокуратуры республики. Благодаря вашему труду создается единое информационное пространство, решаются ответственные задачи по своевременному информированию, анализу происходящих событий и их объективной оценки. Мы стремимся быть максимально открытыми для населения. Ежедневно на официальном сайте прокуратуры республики мы публикуем информацию о проделанной нами работе по защите прав и законных интересов граждан и общества, государственных интересов, противодействия преступным проявлениям. Активно взаимодействуем как с информационными агентствами в сети интернет, так и печати, традиционными средствами массовой информации, это так и радио, телевидение. Взаимодействие органов прокуратуры со средствами массовой информации строится нами на основе взаимного уважения и доверия. Именно на такой характер сотрудничества нацелены все работники прокуратуры республики, городских, районных и специализированных прокуратур. Мы совместно с вами работаем также на ниве правового просвещения, выпуск телерадиопередач, трансляция видеороликов, нашей социально-правовой рекламы, размещение просветительских публикаций в печатных изданиях и на интернет-ресурсах дает возможность гражданам знать свои права и механизмы их защиты. Размещая нашу просветительскую информацию, вы вносите весомый вклад в профилактику преступлений и правонарушений на территории республики. Хочу отметить, что благодаря вам, вашему профессионализму, население нашей республики получает оперативную, достоверную и объективную информацию о всех событиях, происходящих на территории республики. Журналистов и прокуроров объединяет не только исторические параллели, но и широкий круг профессиональных интересов, в которые входит обеспечение верховенства закона, защита прав человека, интересов общества и государства, стремление к истине и социальной справедливости. Также предоставляем населению республики социально значимую правовую информацию совместно с вами. Ваше взаимодействие и поддержка позволяет нам практически в ежедневном режиме освещать нашу нелегкую прокурорскую работу, обеспечивать гласность деятельности в целях обеспечения законности на территории республики. В целом гласность, объективность, достоверность и оперативность подачи информации – это те принципы, которыми прокурор руководствуется в общении с журналистами. Только в процессе взаимного общения специалистов юриспруденции и профессионалов журналистики данные публикации получают наибольший отклик у нашего населения. Мы всегда максимально открыты для взаимодействия с представителями самых различных средств массовой информации и намерены оставаться такими и впредь. Сигналы средств массовой информации о нарушении прав граждан неоднократно становились основанием для прокурорских проверок, по которым принимаются меры прокурорского реагирования. И я хотел бы поблагодарить вас за взаимодействие, направленное на информирование о деятельности органов прокуратуры и правового просвещения населения, выразить надежду на реализацию совместных проектов в сфере правовой пропаганды. В 2019 году мы продолжим практику проведения проверок по вашим публикациям и сообщениям, проведения пресс-конференций, открытых форумов и иных мероприятий для обеспечения гласности надзорной деятельности. Искренне надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество, направленное на обеспечение законности и правопорядка для соблюдения прав граждан. Успехов вам на журналистском поприще, доверия читателей, веры в могущество слова. Пусть ваше мастерство, профессионализм и талант приумножаются, а благополучие растет. Успехов я вам желаю, интересных идей и удачи во всех ваших начинаниях. Уважаемые коллеги, позвольте перейти к награждению наших коллег-журналистов, с которыми наиболее активно и плодотворно сотрудничаем по информационному сопровождению нашей деятельности. И профессионализм способствует реагировать на возложенные на вас задачи. Помимо этого, я бы хотел сказать вам, что мы собрались сегодня в таком случае, что подведены были итоги конкурса за 2018 год на освещение материалов прокурорских проверок Всероссийского конкурса, проводимого Генеральной прокуратурой Российской Федерации. И ваш коллега, главный редактор телепрограммы «Точка взаимодействия» Жилмин Олег Леонидович удостоился одной из главных номинаций на этом конкурсе, проводимом в Генеральной прокуратуре. И мы сегодня в торжественной обстановке по поручению генерального прокурора награждаем его грамотой
направлены для вручения к нам. Но до этого мы хотели бы по поручению, значит, прокуратуры республики поощрить и других наших журналистов. До этого тоже торжественное событие. Я попрошу старшего помощника журналиста средств массовой информации Мороженую Марьяну Владимировну зачитать фамилии поощряемых прокуратуры республики журналистов. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо, Олег Лазаревич. Приступим к нашему награждению, для чего мы сегодня собрались. И за активное взаимодействие в освещении результатов работы органов прокуратуры Республики Саха-Якутия и в правом просвещении населения вручается благодарственное письмо прокуратуры Республики Саха-Якутия директору телеканала Якутия-24 Соколову Алексею Александровичу. Письмо прокуратуры Республики Саха-Якутия вручается редактору службы интернет-вещания, ведущему рубрики «Чрезвычайные происшествия» телеканала Якутия-24 Борисову Николаю Александровичу. За активное взаимодействие в освещении результатов работы органов прокуратуры Республики Саха-Якутия благодарственное письмо вручается шеф-редактору радиовещания БКРК Саха Акимовой Саине Эляевне. Благодарственное письмо прокуратуры Республики Саха-Якутия вручается журналисту газеты «Саха-Сиря» Вере Ивановне Макаровой. Благодарственное письмо прокуратуры Республики Саха-Якутия вручается журналисту газеты «Якутск вечерний» Надежде Васильевне Сивцевой. Письмо прокуратуры Республики Саха-Якутия вручается главному редактору газет «Московской комсомольской Якутии», «Жизнь Якутская», «Криминальная Якутия» Городецкому Юрию Владимировичу. Благодарственное письмо за активное взаимодействие в освещении результатов работы органов прокуратуры Республики Саха-Якутия вручается главному редактору портала newsekt.ru Жандорову Антону Анатольевичу. Благодарственное письмо прокуратуры Республики Саха-Якутия вручается главному редактору портала Саха-Ньюс Шамшулиной Тамаре Сергеевне. Тамара Сергеевна в Москве, и за нее у нас получает Ольга Серафимовна Сергеева. Спасибо. Благодарственное письмо прокуратуры Республики Саха-Якутия вручается главному редактору портала Шторм-24 Сантаевой Марине Юрьевне. Благодарственное письмо прокуратуры Республики Саха-Якутия вручается собственному корреспонденту информационного агентства ТАСС.ру Осипову Дмитрию Ильичу. И, как сказал уже Олег Лазаревич, был проведен ежегодный всероссийский конкурс Генеральной прокуратуры на лучшее освещение результатов работы в СМИ. И в связи с подведением итогов всероссийского конкурса на лучшие материалы в средствах массовой информации о работе органов прокуратуры в 2018 году Желнин Олег Леонидович награждается грамотой Генерального прокурора. Ну, как я уже вам сказал, Генеральная прокуратура ежегодно проводит всероссийский конкурс на лучшие материалы в средствах массовой информации о работе органов прокуратуры. Он проводится в целях совершенствования взаимодействия органов прокуратуры Российской Федерации со средствами массовой информации, активизации объективного и всестороннего освещения деятельности органов прокуратуры, а также повышения их авторитета в обществе.
Вот впервые в истории прокуратуры республики, как я уже сказал вашему коллеге сейчас, материал, подготовленный журналистом, совместно с прокуратурой города Якутска, занял призовое место и награжден грамотой генерального прокурора Российской Федерации. Это был видеосюжет, подготовленный редактором телепрограммы «Общество с ограниченной ответственностью. Точка взаимодействия» Жилиным Олегом Леонидовичем по вопросам защиты участников прав долевого строительства. Вот. Поэтому я еще раз позвольте выразить вам благодарность за вашу непростую работу. Особенно такой наш скоростной век, когда информация устаревает раньше, чем иногда успевает дойти до читателя. Вот. Поэтому зрителя, слушателя, желаю вам оставаться на гребне информационной волны, не снижая скорость, но при этом оставаясь объективными при подаче информации, обеспечивая ее достоверность. Думаю, только при ее выполнении можно сохранить доверие людей, ради которых мы с вами работаем. Я благодарю вас за понимание при совместной работе. По вашим сигналам о нарушениях прав граждан, по запросам, в ходе которых вы ждете от нас ответа, вы, я думаю, дожидаетесь этих результатов организованных нами проверок, и потом вы их так активно, бывает, освещаете, что иногда даже бывает и такое создается впечатление, что если мы вместе с вами пойдем, то мы, наверное, как-то и больше, что ли, добиваемся результатов, по крайней мере, в деле профилактики в дальнейшем по недопущению тех или иных нарушений законодательства. Поэтому я помню себя еще следователем, начинал в далеком Северном районе, и я одно время не мог понять, почему такое отношение к прокуратуре вдруг сложилось. Вроде бы мы все делаем правильно, а все-таки какой-то круг отчуждения чувствовался. И потом с опытным человеком, журналистом, я когда переговорил, там был главный редактор газеты «Холма Долгонара», Чепцов Михаил Игнатьевич. Вот он мне сказал: а вы негласно работаете? Вы же понимаете, что очень маленький населенный пункт, все здесь родственники, и никто не хочет признать, что есть оступившийся человек, нарушив там уголовное законодательство или административное, и все равно какое-то оправдание, все равно, наверное, какое-то находится. И Горбун говорит: давайте нам по тому или иному факту правонарушения или преступления по информации, а мы будем на страницах газет освещать. И всякие домыслы, сплетни тут же прекратятся, потому что наша газета довольно-таки авторитетная, и вы, соответственно, перестанете быть на острие тех или иных злых языков. Ну и мы начали давать информацию буквально кратко по фабуле дела, и действительно дело пошло, и как-то все стали: а раз в этой газете написано, значит так оно и есть. Вот. И я сразу тогда понял силу печатного слова, гласности и освещения работы органов прокуратуры. Это было в начале 90-х годов еще. А сейчас у нас есть очень много регламентирующих нашу деятельность приказов генерального прокурора, которые не просто нас нацеливают, а обязывают быть открытыми перед средствами массовой информации, насколько это возможно. Если, может быть, у приглашенных журналистов кто-то что-то хочет сказать, пожалуйста. Спасибо, но неожиданно, конечно, награда. Но в первую очередь хочется поблагодарить работников прокуратуры. Я почему так говорю? Потому что, честно скажу, никогда не думал, что органы прокуратуры — это не карающий орган, к сожалению. И когда мы начали делать эту программу, чтобы вы понимали, о чем я тогда поверил. Дело в том, что это трехлетний труд, в принципе. Могу рассказать эту историю, если кого интересует. Это дом Меликянова на Каландрашвили, там, который построили. Дело в том, что ко мне обратились дольщики, там как по знакомым бывает. Знаете, я их полгода уговаривал, чтобы они там организовали какое-то это было. Они сейчас будут отрицать. И кончилось дело в том, что если прокуратура не взяла под свой контроль, если бы Минстрой, если бы не выделили деньги, я не знаю, там вряд ли бы что построили. В итоге они живут. И самое интересное, они благодарны средствам массовой информации, благодарны прокуратуре в первую очередь, особенно, конечно, правительству республики. А, честно говоря,
хотел еще раз поблагодарить и средства массовой информации, которые поддержали в этом вопросе, ну, если в общем освещении. А так, ну, честно скажу, я никогда не думал, что прокуратура может так работать. И, честно скажу, сейчас работаю уже год проработал, да, я могу оценивать только, поставить высокую оценку на сегодняшний день. Уже работая в этом плане, народ уже знает, куда идти. Единственная у нас проблема, да, это, я считаю, у нас нет юридического освещения граждан. Проблема в этом. По каждому вопросу бежим в прокуратуру или еще куда-нибудь. А проблема в этом стоит средств массовой информации. И я хотел бы заметить, фейковые новости, как вы сейчас называете, это неправильно, да, с одной стороны. Но вы сначала закон сами почитайте. Честно скажу, мало кто, ну это так, для своих коллег, если можно, да, закон о клевете, кажется, забыли все. К сожалению, он начнет работать еще сильнее, потому что многие им из благодарности или из уважения к человеку этим не пользуются. На сегодняшний день он есть, и я, насколько знаю, уже кое-кто уже подается очень сильно. Ну, просто-напросто у нас практика такая, люди у нас сдержанные, север и так далее. Ну, поймите меня правильно. Мне кажется, что средства массовой информации, это мы должны сами соблюдать закон, это в первую очередь. Но, может быть, да, красиво показывать какие-то новости. Поэтому еще раз благодарю за то, что мне помогли, наверное. Я же без вас бы не получил эту награду, правильно? И желаю прокуратуре дальше таких же успехов, которые они сейчас добиваются. Особенно я удивлен, насколько вы завалены работой, да? А у вас непростая работа, да? Я посмотрел, какие у вас бумаги там. Это же надо еще до суда дойти, еще наказать преступника. Но это грубо говорю, конечно. Поэтому еще раз говорю, глубокой благодарностью, уважением, желаю вам здоровья, успехов в вашей работе и, главное, наверное, народ вас поддерживает, я сразу говорю. Спасибо. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые прокуроры, дорогие коллеги. Я специально к речи не подготовилась, просто то, что я сейчас скажу, это будет звучать искренне. Как журналист я специализируюсь на правоохранительную и криминальную тему где-то более 20 лет. И хочу последний раз помню, прокуратура нас где-то поздравляла лет 15, может, назад, даже больше, когда был прокурором республики Сергей Шумский, заместителем Андрей Шпаков. И тогда по взаимодействию со СМИ старшим помощником прокурора был Владимир Никонов Николаевич, впоследствии который стал первым заместителем прокурора республики, затем Мария Кулаковская, Мария Матвеева, Тимур Никифоров и сейчас Марьяна Рожина. И вот хочу отметить, особо отметить, что с органами прокуратуры всегда было очень удобно и комфортно взаимодействовать. В том плане, что они никогда не отмалчивались, отписками не занимались, реагировали быстро и оперативно. И очень хочу поблагодарить Марьяну Владимировну за то, что она никогда не отказывается, какие даже дальше щепетильные, такие критические материалы даже есть, она всегда реагирует, идет навстречу. И очень приятно, что сегодня нас пригласили, отметили нас. Я за сотрудничество всегда, чтобы мы освещали для журналистов, что нужно, чтобы донести до населения оперативную, объективную, достоверную информацию. И очень важно, когда сейчас соцсети очень развиты, да, нужно реагировать даже на опережение, не только уже постфактум, а на опережение, да. И еще что хотела отметить. Спасибо вам большое за взаимодействие и всегда за сотрудничество. Здравствуйте. Наверное, как цеховик скажу, да, у нас ежедневное взаимодействие с прокуратурой, в частности с Марьяной Владимировной. Просто иногда бывает, что в день по 5 раз приходится звонить, или подтвердить какую-то информацию, или на сайт что-то сделать, да, опять же, чтобы показать это все на телевизоре. Очень важно, когда надзорные органы идут навстречу средствам массовой информации. Почему? Потому что это очень, бывает действительно очень много ситуаций, когда нужно или как-то подтвердить информацию, или опровергнуть ее, или как-то. И очень приятно, что прокуратура именно всегда идет к нам навстречу.
Думаю, что вот этот вот задел, он очень позитивен, и будем дальше работать. Спасибо. Ну, а мы со своей стороны можем сказать, что мы максимально открыты для населения, заинтересованы в конструктивном диалоге со средствами массовой информации. И эта работа будет нами продолжена. Спасибо большое. Так, где нас?